Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаумагы достар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Очередной псевдолиберал раскрылся как консервная банка на национальном вопросе. Но прежде чем я продолжу, я прошу вас подписаться на мой канал, кто этого еще не сделал, поставить лайки, напишите в комментариях, что вы об этом думаете, помогите с распространением этого видео. Итак, Борис Надеждин, фамилия какая даже, сама за себя говорит. Надежда русских либералов, последняя надежда, наверное. Кандидат в президенты, выступая со своей лекцией перед небольшой аудиторией, заявил о том, что распад России невозможен. Почему? Потому что якобы все население, 92% населения говорит на русском языке. Давайте посмотрим. Практически все армяне и абсолютно все евреи, которые здесь не русские. У них родной язык, знаете, как русский? У них родной язык русский. По переписи населения 6 миллионов людей сказали, что они татары. И 4,5 миллиона людей сказали, что владеют татарским языком. Понятно, да? В стране записалось евреями гораздо меньше, чем в Российской империи, где было 6 миллионов евреев. Их было больше, чем белорусов, да? В Советском Союзе было 2,5 миллиона евреев. Сейчас осталось в стране 180 тысяч евреев. Знаете, сколько из них знают иврит и идиш? Ответ: нисколько. Да? В этой стране, вот такая страна, по всем критериям ООН, является абсолютно мононациональной страной с небольшим представительством других народов, которых я безмерно уважаю. Ну, просто вот есть места, где русский язык редко услышан. Это правда. Но их очень мало осталось. Съедете в Владикавказ, да? Съедете в Чебоксары, да? Вы там какой язык услышите в качестве языка, на котором говорится. Поэтому никаких перспектив распада страны, поэтому, в принципе, не существует. Можно забыть про это, да? Никаких проблем нет, реальности, проблем, притеснения народа. Их нет, слава Богу. Надо на эту тему будьте. Итак, что мы видим? Человек как на голубом глазу вполне серьезно утверждает, что если подавляющее большинство населения говорит на одном языке, в данном нашем случае на русском языке, то значит никакого распада не может быть и просто он невозможен. И начинает утверждать, что перечислять там армяне разговаривают, все армяне России разговаривают на русском языке, евреи все разговаривают на русском языке. И что? Как это вообще доказывает теорию Надеждина Бориса? Мы знаем множество примеров, когда страны, империи, говорящие на одном языке, распадались. Британская империя. Большинство колоний разговаривало на английском языке. США, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Все население этих колоний говорило на английском языке, в подавляющем своем большинстве. Это не помешало им отделиться и стать самостоятельными независимыми государствами. Сам СССР на момент распада, наверное, практически все его население говорило или как минимум понимало русский язык. Везде изучали русский язык, везде на нем говорили. Даже сейчас те люди, которые жили при СССР, в зрелом возрасте, в юности даже, если они там еще пожить успели, сегодняшние жители бывших союзных республик, все они говорят на русском языке или понимают русский язык. Приедьте в Грузию, в сегодняшнюю независимую Грузию, Армению, Латвию, Литву, Эстонию, Казахстан, Узбекистан. Везде говорят, все те люди, которые пожили при Советском Союзе, везде все говорят на русском языке. Ну, как вообще можно вот такие вещи с серьезным умным видом рассуждать? Он говорит там о татарах. 6 миллионов татар, из которых 4,5 миллиона говорят на своем родном языке. Сам же подтверждая, что люди в подавляющем большинстве своем говорят на своем родном языке. И что они не хотят независимого своего собственного государства, что ли? Народ, численность которого превышает некоторые народы Евросоюза. Численность стран Евросоюза превышает. Народ, который имеет сильную историю, культуру, которые имели когда-то свое собственное государство, ничем не хуже московского. И что они думают? Он думает, что они не хотят независимости? Или чеченцев возьмем. Сегодня, наверное, не найдешь чеченца, который бы не разговаривал на русском языке.
Все говорят, или как минимум понимают, может быть не говорят только старшее поколение. И что он думает, что чеченцы не хотят своего независимого государства? Они уже отказались от мысли о построении своего собственного независимого государства? Но нет же, это же бред полный. Я башкир, да, я говорю на русском языке. Но это же не делает меня сторонником русского мира, русской идеи, сторонником России, единой и неделимой. Нет, я сторонник независимости Башкортостана. Я думаю на русском языке. Я учился на русском языке с 1 по 11 класс. Я знаю русскую культуру даже во многом, наверное, больше, чем многие русские знают. Традиции русские знаю, потому что жил в русском селе. Но это же не означает, что я теперь сторонник русского мира. Нет, я сторонник независимости Башкортостана. И таких, как я, миллионы. Такое чувство, как будто бы вот Борис Надеждин поговорил с каждым представителем разных народов, бурятами, якутами, калмыками, удмуртами, марийцами, вот на кухне с глазу на глаз поговорил и узнал их мысли о том, что, оказывается, они не хотят своих независимых государств. Все они хотят быть под старшим русским братом, под Москвой, которая бы ими управляла. Это говорит о том, что Борис Надеждин не выражает наши мысли, мысли наших народов. Это говорит о том, что он выражает мысли своего русского народа. Он хочет ему понравиться. И вот эти вот свои доводы, глупые доводы, по-другому я их не назову, абсолютно глупые доводы он говорит для своего русского народа, пытаясь его успокоить, что никакого распада не будет. Что все нерусские разговаривают на русском языке, а значит, они хотят быть с Россией. Я прихожу к мысли, что Путин, что Патрушев, что Мишустин, Ходорковский или тот же самый Борис Надеждин, находясь у власти, все они будут подавлять наши интересы. Никакой свободы они нам никогда не дадут. Все они будут за единую и неделимую Россию. А только мы скажем о своих правах, заявим о том, что мы хотим жить отдельно и независимо, тут же направят против нас танки, грады, авиация, ковровые бомбардировки и так далее. Это очевидно абсолютно. Все они имперцы. Как будто бы они все вот обучались в какой-то школе, где преподавали им не профессора наук, а люди из конторы из 3 букв, ФСБ, чекисты, которые внушили им, вложили в голову вот это имперство. И они уже дальше понесли это имперство в массы. Что не либерал, я их называю псевдолиберал, что не русский псевдолиберал, так имперец. Любого возьми, спроси, любой на национальном вопросе ломается. Очень маленькая часть действительно здравомыслящих людей из русских, которые понимают прекрасно, что мы хотим и можем быть независимыми государствами. Хотим жить отдельно от России. Не хотим больше быть в этой империи. Они это понимают, но это очень малая часть. В основном подавляющее большинство вот такие, как Борис Надеждин, как Ходорковский, как Милов, как Волков, как Юлия Навальная, как Певчих. Все они мыслят абсолютно одинаково. Империя должна быть единой и неделимой. И ладно, если бы они думали о том, что вот Центральный федеральный округ, вот те земли исторические, где там много веков проживает русский народ, что вот это их только территория родная. Нет, они же думают, что вот Чечня тоже, оказывается, это их родная территория. Весь Кавказ, вся их родная территория. Саха-Якутия их родная территория. Татарстан, Башкортостан их родная территория. Сибирь. Даже Калининградская область, которая меньше 100 лет находится в составе этого недогосударства, тоже их родная территория. Они даже в мыслях не допускают, что это все может отделиться и вернуться обратно, откуда пришло. Поэтому сейчас я уже обращаюсь к нашим нерусским людям. Еще тем, которые до сих пор еще верят в какую-то прекрасную Россию будущего, что можно построить обновленную какую-то федерацию, зажить
вместе с русским народом в одном государстве, в мире, согласии. Нет, этого не будет никогда. Не говоря уже про сегодняшний режим, кровавый чекистский режим, который просто подавляет нас, физически уничтожает нас. То же самое касается и так называемых либералов, которые никогда нас не отпустят. Они не видят нас как независимое отдельное государство. Они почему-то думают, что вот мы не сможем, что мы глупые, что у нас ничего не получится. Что это, оказывается, они нам все дали, все построили, всему нас научили. Все так думают. И пока они так думают, ни о какой свободе нельзя думать в союзе с ними. Некоторые начинают говорить, что вот, мы вот Евросоюз, можно жить как Евросоюз, жить каждый в своем вот небольшом государстве, но с единым управлением, с единой валютой, с единой армией. Возможно, и можно будет когда-нибудь. Но все эти государства Евросоюза, они прошли все через независимость. Они все пожили независимо. Сформировались как народы, уникальные, самодостаточные народы, со своим языком, со своей культурой. У всех у них была своя армия, своя экономика. После этого уже они начали объединяться. А некоторые хотят нас сразу засунуть в что-то в подобие Евросоюза. Это не получится. Это подобие Евросоюза на месте России никогда не превратится в настоящий Евросоюз. Она обратно превратится в империю, в тыкву. Поэтому нам нужно жить независимо, отдельно, пожить какое-то время. Потом уже мы там решим, через несколько десятков лет, может быть, и будем объединяться в какие-то союзы. И то не со всеми. Ну а пока вот вы все должны понять, что вот то, как размышляют путинский режим, то, как размышляют российские либералы, с такими нам не по пути. Они нас не видят как равных союзников, как равных граждан своего собственного государства. Они видят нас как второй сорт. Что мы обязаны знать русский язык, обязаны понимать его, обязаны с ними разговаривать на русском языке. И обязаны хвалить старшего русского брата в их понимании. Хотя для меня он, конечно же, никакой не старший брат. Поэтому давайте, друзья, не русские, будем думать только о своих собственных народах, о независимости своих собственных народов, своих собственных государств. Так мы спасемся. Только в этом наш единственный шанс на спасение. На этом все. Хау булады, хурмәтле милләттәшләр. Услышать клем.